Власов Виктор, я из села, родился в селе Саратов Катарбагатайского района. Занимаюсь сейчас студенческим спортом в Республике Бурятия и молодежный туризм. То есть у нас профессионально занимаемся разными видами спортивного туризма, в том числе и развлекательными и так далее. Семейский я по отцовской линии. Семейский — это, наверное, такое название, когда переселяли, а старообрядцы в принципе нет. То есть, если ты кому-то скажешь, что ты старовер, тебя могут не понять. А когда ты говоришь «я семейский», да, мы знаем, кто такие семейские. То есть здесь больше такое, что люди узнают по слову «семейский» им ближе, чем старообрядцы. Генетика, скорее всего, повлияла то, что многие начинают говорить, что семейские, они творческие такие личности, и очень, чаще всего, когда ты поешь, ты танцуешь, да, я пою, я играю на гитаре хорошо, я хорошо пою, плюс такие лидерские качества какие-то, да, и просто иногда я рассказывал Марии, что просто человек говорит: случайно нет, не семейский, да, а вы какая-то у вас своеобразная, может, энергетика какая-то есть или что-то. Многие просто говорят, что это точно оттуда. Вспоминая с детства, да, вспоминая детство, что ты ездил туда-сюда с отцом, куда-то все равно передвигался, да, и каких-то людей видел. И при том, что многие ты семейский и так далее, то есть многие же задают вопрос: а ты откуда? Я начал узнавать, допустим, по дедушкиной линии, да, отцовской, Куйтун, то есть оттуда родственники, да, то есть оттуда корни идут. По бабушкиной идет Большой Куналей. Очень все дружно жили, все друг другу помогали. Почему у нас-то этого, когда мы маленькие были, уже такого не было? Почему-то, значит, что-то же произошло, но пока ответы готовы, да все в дальнейшем. И больше-то себя позиционировать, после университета, наверное, стал. Свадьба у нас была в семейском, так прямо стиле, то есть мы ездили, love story снимали, прям в Тарбагатай ездили, прям наряжались, костюмы, супругу наряжали, все как положено. И потом свадьба была тоже в таком же стиле, то есть ведущие были семейские, с Тарбагатая ребят приглашал, баянист приезжал. Приятно, когда приезжаешь в Тарбагатайский район, то есть все равно общаешься со своими сверстниками, кто со мной учился, учителя и так далее. Что-то кто-то передает. Как поют, интересно. Но я пока еще эти семейские распевы, да, многоголосие, как его называют. У меня все бредовая идея есть, какой-нибудь хор, но мне говорят: у тебя времени сейчас столько нету, чтобы ты в этом хоре. Но у меня есть интерес к тому, чтобы как они поют, самому научиться. Потому что, когда приезжаешь к кому-нибудь в гости и петь начинают, да, какую-то, а ты понимаешь слова, все, но ты не знаешь эту песню. А песенки такие старые, очень старинные, такие распевистые, и прям когда все начинают запевать, и ты такой: классно, хочется подпеть, а ты слов-то не знаешь. Я так чисто из молодежной политики считаю, что надо какие-то форумы проводить этих старообрядцев в Бурятии, собирать и общаться, знакомиться, общаться ближе и создавать какую-то, как по-молодежному, секту, чтобы там это все крутилось. То есть в Телеграме чат какой-то, что-то, какие-то мероприятия и так далее, чтобы молодежь там именно была. То есть старики-то понятно, и просто все за счет мероприятий, мне кажется, придет. В любой, у кого-то будет интерес, у кого-то, может, не будет. Поэтому я считаю, что если будут какие-то такие форумы какие-то для молодежи, это будет, да, интересно. Как раз таки и познакомимся там. Трудолюбие. Я всегда примером папу, да, что в 4 утра встают, и неважно, болеешь ты или нет, скотину кормить надо и так далее. То есть трудолюбие — это однозначно,
наверное, открытость, вот это, то, что все равно душа такая, как бы это, и там и петь хочет, и люди как бы тянут, все равно, мне кажется, что, ну, по крайней мере, из моего окружения, из староверов и, ну, старообрядцев, многие очень открытые люди, то есть и за ними, кстати, очень много идет людей, то есть они ведут за собой. Вот, ну, третье, это второе, да, было, а третье, я не знаю, что еще можно, подсказывайте. Ну, творческое это вот как бы душа, вот это то, что открытость, я думаю, что творчество это как раз-таки оттуда идет. Вредность, да, вот это правда, кстати, ворчать любители очень семейские любят как бы это поворчать, но там у молодежи, вот мы сейчас как бы такие все там, все это, ну, то есть раньше же было как, старики вот сказали как, и ты вот попробуй, вот они решили, на сход был, да, села, старики решили, а остальные делают, то есть все равно ставили во главу как бы это, все, кто как бы в возрасте, они, соответственно, главнее, вот. А сейчас, к сожалению, этого нету, то есть молодежь уже не прислушивается так, но это, да, ну, мне кажется, что все равно, потому что старики, ну, как ты знаешь, так, ну, ладно, пусть там сами делают. То есть вот это ушло. То есть если бы, вот как бабушки там говорят, что вот так вот было, вот отец сказал, вот так вот, они вот так и сделано. То есть глава семьи там сказал, старики там, вот. Ну, с одной стороны это плюс, с одной стороны минус. Поэтому, наверное, вот так. Ну, если честно, мне больше нравится бурятский традиционный костюм. Ну, красивее, что ли, мне кажется. Ну, в плане мужского я говорю о том, что какие-то вот узоры у нас как-то простенько, я бы так сказал, да. Но я себе хочу прям вот костюм сделать, чтобы у меня чисто было вот такой. Но это, видимо, придет со временем. Вот самое первое, что сейчас я хочу пояс себе, чтобы мне сделали мой личный пояс, который может потом передавался из поколения в поколение. У нас есть как бы, ну, не, как-то традиции, не знаю, ну, на Пасху мы идем на кладбище. То есть все семейские на Пасху ходят на кладбище. Это прям вот, и я, допустим, еду в Большой Куналей, вот на кладбище съездил, к ним заехал, то есть пообщаться там и так далее, какие-то там фотографии сейчас отсканировал, которые там были, увидел своего прадеда и прям обалдел там. Под 2 метра, там, с такими ручищами, то есть, ну, люди прям были мощные, то есть, видно, что генетика такая, что выживать все равно, это же тяжелый труд, и они прям такие очень большие, статные и так далее. И все пределы. Вот бабушка на Пасху всегда делала вот эту вот пенку в русской печи. Такая вкусняшка, вот это вкус детства. А ее сделать, я не могу ее так сделать. Как они ее делали, неизвестно. Я затолкал молоко там в печку даже, да, ну, а как оно это все делалось? Не просто же молоко туда, что-то, видимо, было так, чтобы вот эта вот пенка была, она чуть пригорела там и вкусно было. Да, в церковь обязательно ходим, то есть по определенным праздникам это обязательно, что там поставить, там, заказать разные, ну, также молитвы там и так далее, то есть и, ну, соблюдая вот это старообрядцы, да, что крестятся по-своему, да, тоже это, ну, я тоже это соблюдаю, вот, то есть тот человек, который мне это передавал, то есть я без проблем как бы принял это, если уж мои предки так, ну, почему бы нет, в принципе, Бог, он один, как бы, поэтому здесь разницы нет, главное это верить и как бы соблюдать вот эти все традиции. Меня крестили дома, в избе, уставщик приезжал, и вот дома крестили меня. Бабушка моя, она крестная, то есть это вот прям дома это было. То есть, а некоторые, ну, мои уже дети, конечно, уже в церкви. Вот. Но соблюдая все тоже традиции семейских, то есть старались максимально.